Минута молчания, как дань памяти тем, кто волею злой судьбы оказался в сталинских лагерях, был сослан в Казахстан, Республику Коми. В канун Дня памяти жертв политических репрессий жители города собрались в одноименном сквере. Сегодня мы чтим память тех, на чьей судьбе несправедливо было поставлено клеймо «враг народа». Десятки, сотни тысяч наших сограждан в 30-е и 40-е годы прошлого века в одночасье становились лишенными прав, будущего и даже жизни, подчас даже не успев осознать, в чем же их вина перед страной и перед народом. Вагонами, спецэшелонами везли их в лагеря на север. Руками именно этих людей начинал строиться и наш Сосногорск. Безусловно, эти трагические события навсегда останутся в нашей памяти. Никто не вправе переписывать историю, в которой есть не только блистательные победы и свершения, но и такие скорбные страницы. В этот день мы не только чтим память невинно попавших в жернова политрепрессий, но и обращаемся к вам, нашим согражданам. Мы обязаны знать и помнить об этом, чтобы не дать повториться. Благодаря работе Сосногорской историко-просветительской правозащитной организации имена тех, кто был невинно осужден, навсегда останутся в памяти потомков. Благодарность за эту работу выразил глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко председателю организации Ольге Ковбаса. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей Сергий совершил литию за упокойную службу. Участники мероприятия, посвященного Дню памяти, возложили цветы к мемориалу жертвам политических репрессий. Завершилось мероприятие просьбой к сосногорцам. Завтра, 30 октября, в День памяти о миллионах искалеченных судеб, зажечь дома поминальную свечу, чтобы хотя бы на несколько мгновений обратить свои мысли к миллионам душ, которые нуждаются в том, чтобы их помнили. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Сосногорские инспекторы ДПС провели совместную акцию с отрядом юных инспекторов дорожного движения первой школы «Приоритет». Перед долгими выходными водителям напомнили, что, находясь за рулем, нельзя употреблять алкоголь. Также их предостерегли от превышения скорости и рискованных маневров на дороге. Гололед – это особенно опасно. Детей мы привлекаем и будем привлекать к таким массовкам, чтобы водитель видел, что не мы только работаем, и дети, новое наше поколение к этому стремится, видит, что давайте будем уважать друг друга на дороге, как и пешеходов, как и водителей. Приятным сюрпризом для автомобилистов стало поздравление с праздником – Всероссийским днем водителя, который отмечается 31 октября. Дети вручили им небольшой подарок – ароматизатор. В отряде «Приоритет» ребята с 4 по 11 классы. Я состою в данном движении для того, чтобы научить молодое поколение, научить ребят, которые в младших классах, тому, что все-таки нужно постоянно соблюдать правила дорожного движения. Объединение создано для того, чтобы напоминать водителям в всяких акциях о надобности соблюдения дорожного движения, о надобности сохранения трезвого рассудка за рулем и в целом, чтобы принести некую нотку радости в жизни водителей. Автолюбители оценили поздравления и приняли к сведению напоминания инспекторов. Акция «Трезвый водитель» будет проходить в Сосногорске в течение праздничных выходных. Полина Бастракова, Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Уважаемые сосногорцы, мы все с вами являемся частью одной большой и прекрасной страны, имя которой Россия. Главное богатство нашего государства – это, конечно же, люди. С 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская перепись населения, основная задача которой – сформировать данные о численности нашего района. Это важный процесс, по результатам которого будут сформированы запросы в сфере ЖКХ, дорожной деятельности, образовании, культуре и здравоохранении. Последний раз такое мероприятие проходило более 10 лет назад. За это время многое изменилось. Пришло время актуализировать информацию. В настоящий момент более 9 тысяч жителей Сосногорского района уже прошли перепись. Я приглашаю и вас
не оставаться в стороне от этого важного общенационального мероприятия, проявить гражданскую позицию и принять активное участие в переписи населения. Предстоящие нерабочие дни – хорошая возможность заполнить электронные переписные листы на портале госуслуг, не выходя из дома. Это быстро, удобно, а главное – безопасно. Я и моя семья уже сделали это. Предлагаю и вам воспользоваться этой возможностью. На портале госуслуг продолжается голосование за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Для голосования открыт специальный раздел. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг и постоянная регистрация на территории Коми. Важно, в голосовании учитываются только населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек. Голосование продлится до 15 ноября 2021 года. Через 2 месяца на госуслугах будет опубликован список из 2000 населенных пунктов по всей России, которые будут подключены к интернету в следующем году. В список населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек в Коми входят Порожск и Поржня. Чем больше голосов наберет наш муниципалитет, тем больше вероятность для жителей 2 деревень бесплатного подключения к высокоскоростному интернету. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Одной из обсуждаемых тем в соцсетях стала стоимость бронирования мест для захоронений, а также самоуправства на общественных кладбищах ритуальных агентств. Некоторые из них предлагают заплатить горожанам за то, что должно быть предоставлено бесплатно. Также ритуальные агентства звонят родственникам умершего с предложением организовать похороны. Земля на кладбище принадлежит муниципалитету, а значит, продавать ее никто не имеет права. Как рассказали нашей съемочной группе в управлении ЖКХ, все действия, совершаемые с умершим, регламентируются федеральным законом о погребении и похоронном деле и локальными актами муниципалитета, а именно административным регламентом. Чтобы оформить земельный участок на кладбище для погребения вашего родственника или близкого, вам необходимо обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства по адресу город Сосногорск, улица Куратова, дом 2, для предоставления муниципальной услуги. Места для захоронения, под захоронение предоставляются управлением ЖКХ на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Если вам необходимо оформить дополнительный земельный участок рядом с ранее захороненным родственником, это может быть бронь места, либо семейное родовое захоронение, то выдачу разрешение на этот участок осуществляет управление ЖКХ. Дополнительный земельный участок предоставляется также бесплатно. Управление ЖКХ является уполномоченным органом местного самоуправления и отвечает в том числе за упорядоченность захоронений. Поэтому нельзя просто прийти на кладбище и выкопать яму под захоронение самовольно, без согласования управления ЖКХ. Все документы должны быть оформлены правильно, чтобы потом захоронение не пришлось переносить, если вдруг выяснится, что место было официально забронировано. Информацию об оформлении документов под захоронение можно узнать по телефонам 50065 и 50331. Полина Бастракова, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На водоемах Сосногорского района устанавливается лед. Выходить на него пока нельзя, предупреждают специалисты управления по делам ГОЭЧС. Особенно опасны участки, скрытые под снегом. Они замерзают дольше, чем открытые, и лед на них тоньше. Если провалились, необходимо избавиться от тяжести, навалиться на лед, широко раскинув руки, и постараться выбраться, при этом громко звать на помощь. Заметили провалившегося, звоните по номеру 112. Если удалось самостоятельно вытащить его, нужно оказать первую помощь. Как можно дальше вот этого места, куда он провалился, и обогревка, соответственно, человека. То есть в теплое место человека, снять с него мокрую одежду, укутать его в теплые сухие вещи, вот обогреть его, естественно, не растирать его, ну и, соответственно, конечно же, отдать его скорой помощи. Лед обычно становится достаточно прочным не раньше декабря. Рядом с водоемами устанавливаются отметки безопасного уровня льда. Выходить на лед нужно в специально отведенных для этого местах, то есть ледовых переправах. То есть если установлен соответствующий знак о наличии ледовой переправы, и при установлении максимально безопасной толщины льда.
Когда лед установится, выходить на него рекомендуется только в спасательном жилете. Специалисты управления по делам ГО и ЧС напоминают родителям о необходимости проведения с детьми беседы о правилах безопасности. По возможности нужно проследить, чтобы они не играли в опасной близости к водоемам с еще хрупким льдом. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.